война не обошла стороной и нашу семью. Мой прадед по отцу Тарасов Иван Тарасович, 1900 года рождения, чуваш. Призван Аликовским РВК Чувашской АССР в январе 1942 года. Был пулеметчиком в звании рядовой. Прослужил всего 2 с небольшим месяца. Принял участие в боях на Калининском фронте под городом Ржев. В марте 1942 года ранен в бою. Спустя 5 дней умер в госпитале. Захоронен в братской могиле в деревне Бахмутово. Мой прадед по маминой линии Лобанов Семен Яковлевич. Воевал в первый ожесточенный месяц войны, в июле 1941 года, под Эстонией, на подступах к Ленинграду. В одной из битв он был убит. Могила не найдена. Погиб смертью храбрых. К сожалению, у нас даже нет его фотографии. Помню, как моя бабушка Миля рассказывала, что маленькой она часто выбегала на дорогу и ждала его возвращения. Подбегала к другим вернувшимся солдатам и искала в них своего папу. Мы всегда будем помнить наших родных, наших героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Мой прадед Филиппов Егор Семенович, 1915 года рождения, был на фронте старшим лейтенантом гвардии. Он прошел всю войну, потом вернулся к себе в деревню и работал продавцом сельпо. У него было 6 детей. Умер он в 1971 году. На этой фотографии мой прадед Урнушев Павел Алексеевич. Родился он 12 июля 1912 года в Прилузском районе села Спаспору, деревня Урнышевская. Был призван на фронт в июле 1941 года. Известий о нем мало, но точно известно, что он принимал участие в битве на Курской дуге. Там был ранен, перевезен в Москву в госпиталь, где и скончался от ран 4 декабря 1943 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Я помню, я горжусь. Мой прадед, Золотарев Геннадий Павлович, 1923 года рождения, родился в селе Керчомье, Усть-Куломского района, Коми СССР. Когда началась война, ему было 18 лет. Он добровольно явился в Усть-Куломский военкомат и попросился на фронт. В начале июля 1941 года был отправлен рядовым на Карельский фронт. Был пулеметчиком. Награжден медалью за отвагу. В 1943 году был ранен в ногу. Долгое время лежал в госпитале. Вскоре его комиссовали по состоянию здоровья. В начале 1944 года приехал на костылях домой. Так как он имел 7-летнее образование, его отправили в село Воч, учителем начальных классов. Затем окончил учительский институт, и его отправили в Керчомскую школу учителем истории и географии. Позже закончил заочный пединститут и до конца своей жизни работал учителем географии и краеведения. Был женат, имел 5 детей. Как учитель награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения». Ушел из жизни рано, в 53 года, в 1976 году. Нет буря сегавя свой набисотис, секчорит приказ, чуш ты зевчорит кад, и кыкашень костын, ембажмем нин фото, и виджеде ми вилегущем солдат, и кыкашень костын, ембажмем нин фото, и виджеде ми вилегущем солдат. Акади з перлеба і олеми з помтем, солдат яслинук, яси сверштешнин, а ушем ясная, век колясный томан, и кыкашень кости носкунь ленещин,
а ушем ясное веко лясны томен. І кикашень кости носкуніли нищін. Ame aslam moleman kuchan don boştan Taç korşuraz kежищime в палачем Et korka ime Ловаки кашень костин І видят несещань мет янджиме звен Et korka ime Ловаки кашень костин І видят несещань мет янджим звен